Цель данного мероприятия, как говорят организаторы, почтить память великого, всемирно известного Кобзаря, который внес неоценимый вклад в духовную сокровищницу человечества. С утра в парке имени Тараса Шевченко звучала мелодичная музыка. Аудитория становилась все больше и больше. Представитель украинской общины Анастасия Гритчина рассказала, что сегодня прилагается немало усилий для развития украинской культуры и отметила важность сегодняшнего мероприятия. Прежде всего, это великий поэт, который внес просто, на мой взгляд, колоссальный вклад в развитие мировой культуры. На минуточку, 1200 памятников находятся по всему миру Тараса Григорьевича. Это о многом говорит, то есть его знают намного дальше, чем просто в СНГ. Мы видим, что это действительно надо, это важно для людей, которые помнят и чтят память Тараса Григорьевича. Тем более очень символично, что 9 марта он родился, и, к сожалению, 10 марта он умер. После выступления представителей национально-культурных автономий Крыма прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Кобзаря. Одним из братских народов для украинского является белорусский. Представители данной общины также не пропустили важное событие. Для нас все события важны, которые мы реализуем в рамках нашего проекта «Ассамблея славянских народов». Сегодня мы пришли в гости к нашей украинской общине. Поздравили все-таки с днем рождения выдающегося деятеля, наверное, славянской культуры в первую очередь, а не украинской, Тараса Григорьевича Шевченко. Он все-таки 27 лет прожил из 47 лет своей жизни в России, только 20 лет в Украине. Для нас очень важно, что мы, наконец, хотя бы в Крыму смогли найти тот момент, который нас объединяет. Отмечая важность сегодняшнего дня, член президиума русской общины Крыма добавил, что в Республике культуры всех народов взаимосвязаны. И данное мероприятие – этому доказательство. Мы лишний раз показываем таким мероприятием в день рождения великого Тараса Григорьевича Шевченко, Кобзаря, что не стоит делить писателей и поэтов между национальностями. И тот же самый Тарас Григорьевич Шевченко – это великий славянский писатель, драматург, поэт и художник. И вот сегодняшнее мероприятие, участие в нем Ассамблеи славянских народов, русской, украинской, белорусской общин, лишний раз показывает, что мы не делим культуру, мы объединяем ее. В этом и сила гениев того времени, которые остались в памяти, а их произведения и в наше время продолжают жить. Потому что в творческом наследии выдающихся личностей с огромной художественной силой изображены стремления народа, его честная и чистая душа и борьба за такую жизнь, как мечтал Шевченко. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Именно эти строки выражены на памятнике Тараса Шевченко в Симферополе. Легендарный писатель именно этими словами выражает, что он бы хотел, чтобы все жили в мире и согласии. Фадиме Сейтмамут, Алишер Алимов, телеканал Миллет.